Пока одни жалуются на нехватку рабочих мест, на крупном швейном предприятии не хватает рук. Только на этом этапе здесь доступно более 300 вакантных мест. В дополнение к этому совсем скоро швейная фабрика будет готова трудоустроить еще 1000 человек. Для Радимхан Тумгоевой это работа мечты. Зарплаты не обижают. За обед и проезд платить не надо. Женщина по профессии швея. Здесь работает уже полгода и довольна. Обед, ход перерыве. Короче, алхамдулillah, дик мотиги. Бог би безым бари, чам барви, желание ма, ишь сам дать. А с припятым иду, что по субботникам, а ухожу суббота, выходной молитв, воскресенье, суббота, пятница, чудо. Но суббота Бог бяшт, а туртун ага, Бог бяштина. А с ухо ханза, у меня ялхай бятница. Что ицаба, дука ицаба, суббота хайхаштина. Работой довольна и 17-летняя Молутхан Батаева. На фабрику она пришла сразу после школы. Как и других сотрудников, ее обучили всем основам швейного дела. Суббота, воскресенье, выходные, рабочий график с 9 до 6, корпоративный транспорт, молельные комнаты, бесплатный обед и 2 полдника. Зарплата начинается от 15 тысяч, но и это не предел. Конечно, в будущем это будет и выше заработная плата. Просто на начальном этапе вот такие вот заработные. А максимальная зарплата есть? Ну, максимально меняется, конечно, до 15, 20, 25 тысяч, 30 тысяч есть. Ну, по-разному все. Это зависит от работника, как он работает, как покажет себя. На уровне нагрузки, да? Да, это на уровне нагрузки, это тоже как бы сделана работа. Набор работников продолжается и сейчас. Приоритет отдается тем, кто уже держал в руках нитки с иголками. Но самое главное – это желание, поэтому опытные мастера из Турции обучают этому ремеслу всех. При этом зарплата начисляется с первого дня на фабрике. Люди, конечно, идут работать, но не в таком количестве, как хотелось бы, говорит руководство предприятия. تصور طبعا даже бог хайбер أخوي طبعا سون бог خاص از бог جواب اللي حس واج از бог خور خاطر يعني تكون вообще بيدو جلات أحام ببog والسن أبرز وانيتي ليش أبيتي تسوقه бог بأبيتي даже أو حمت خويت бог خام бог ناخا. В некоторых случаях новички без опыта работы заступают за машинки через 2 дня. Эта фабрика полноценно заработала в декабре прошлого года. Только вот главный вопрос, почему жители, в частности Аль-Юрта, не идут сюда работать? Как оказалось, причин несколько. Дукачан кахт мохтики жолцы был сусей багдаял ариал безум болжем, но ваш тядуат жах сучи был ариал. По семейным, да, обстоятельствам? Да, по семейным обстоятельствам ваш тядуат сайда ариал. И дукачан хас, но дахули, что мехтики жолыш хамхули диктор. Разными жизненными ситуациями. Ваш тядуар каджа худакус. هنت أوتلير خايق سوتي شخيخة بيرج ساني تخني سوبكان وهنس مقعني وش سادي كيش كولي هنس أردي عندولش بيرج يخ بيزن بوجي سوتي чант. Всего в Аль-Юрте официально безработных 1503 человека, а в целом только в Назрановском районе на учете в центре занятости состоят чуть больше 15 тысяч жителей. Вакансии, которые здесь представлены, устраивают не всех. У нас, допустим, те же рабочие специальности висят, да, вот у нас много предприятий, которые занимаются крупным рогаторским скотом, мелким рогаторским скотом, и они основные вакансии это рабочие по уходу за животными. Эти вакансии тоже висят, но мы понимаем, что у нас таких профессиональных каких-то таких вакансий, да, которые сразу нет у нас, да, организации. Наши граждане, когда даже предлагаешь работу, ну, бывает, им нужно сразу что-то с хорошей специальностью. Ну, мы таких не имеем пока, только рабочие специальности. С 1 июля на швейное объединение из центра занятости трудоустроили 16 человек. Некоторые не хотят идти на фабрику, когда им говорят, что в экстренных случаях придется выйти в вечернюю смену, и поэтому отказываются. В целом, многие встают на учет по безработице из-за пособия. У нас как бы минимальный размер пособия по безработице это 1500 рублей, максимальный размер пособия по безработице это первые 3 месяца 12130, следующие 3 месяца это 5000 рублей. Также еще идет выплата, это наши дети-сироты, которым полагается пособие по безработице в размере средней заработной платы по региону.
она тоже выплачивается в течение 6 месяцев. Рабочие места есть, но не каждому они по душе и не все хотят трудиться, говорят в центре занятости. В тот же завод «Реак» в Алиюрте требуется около 40 сотрудников. Несколько сотен рабочих требуется также в сад-гигант Ингушетии и в птицекомплекс «Южный». Так или иначе, несмотря на то, что в Ингушетии отмечается высокая безработность по стране, ее уровень в регионе в этом году снизился с 18,7 до 15,6%. Этому способствовала реализация в регионе ряда специальных программ. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.